Thank you so much Благодарим вас, for the privilege to come your way. что могли прийти сюда. I thank the pastor for inviting us. Glory to God. Thank you. And I was so happy when he said that you're in a season of teaching on the Holy Spirit. Я был очень счастлив узнать, что пастор сказал, что мы находимся в периоде в Нарве, когда мы учим о Святом Духе. Because it's a very, very vital teaching. И поэтому это очень особенное и важное учение. And it's very important for us to know more about the Holy И Spirit для нас является очень-очень важным научиться больше о Святом Духе in the day and in the hour in which we are living. в дни, в которые мы живем с вами. But let us pray. Но давайте еще помолимся. Father, we thank you right Отец, мы now Тебя благодарим сейчас for the privilege to minister за to эту your people. привилегию послужить народу Твоему. I recognize that I'm only an instrument Я понимаю, что я только лишь инструмент in the hands of the mighty Holy в Spirit. руках всемогущего Духа Святого. I'm only a pipe. И I'm only a pipe я только как провод или контакт for your wisdom and revelation to flow. для Твоего откровения и мудрости, чтобы они могли протечь через And меня. so we do trust the mighty Holy Spirit И мы уповаем на Тебя, могущественный Дух Святой, to release wisdom and knowledge что Ты высвободишь знание и мудрость about this subject of Him об этом предмете, о предмете Духа Святого unto us today. для нас сегодня. We are open to His gifts Мы открыты для Твоих даров, to come into operation чтобы прийти в Твое присутствие and bless the people. и благословить народ. Thank you for it Благодарю за это in Jesus' name. во имя Иисуса. Like I said, the teaching of the Holy Spirit is very, very important. Как он уже сказал, что учение о Святом Духе является очень-очень важным. The main reason why the early church was successful was because of the Holy Spirit. И главная причина, по которой первая церковь, ранняя церковь была так успешна, это было из-за силы Духа Святого. And Jesus knew the effect that the Holy Spirit would have on the lives of His apostles. Иисус Христос, конечно же, знал о эффекте, о влиянии силы Святого Духа, которое будет явлено через апостолов. So when He was going back to the Father, Поэтому, когда Он уходил к Отцу на небо и возносился, He gave them specific instructions. Он дал им особенные инструкции, наставления. He said, wait in Jerusalem И Он сказал им: ждите в Иерусалиме until you be endued with power from on high. до тех пор, пока вы не наполнитесь силой Духа Святого и не Wait будете until крещены. you receive the Holy Ghost. Ждите, пока вы не получите это. And then on the day of Pentecost, И тогда в день Пятидесятницы или the праздник Holy Ghost Троицы came Дух Святой снизошел and they were never the same. и наполнил их. Now, the early church understood certain things about the Holy Ghost that we need to understand today. Первая церковь, ранняя церковь апостольская, она понимала о Духе Святом то, что нам сегодня нужно понять. In St. John's Gospel in chapter 14, И, например, в Евангелии от Иоанна, в главе 14, Jesus is like preparing his disciples. Господь Иисус готовил своих He's учеников. saying that he will be going back to the И Father, Он говорил, что я должен буду уйти к Отцу. but that the Father will send another comforter. Но я умолю Отца, и Он даст вам, пошлет вам другого The утешителя. Father will send someone who will take the place of the Lord Jesus Отец Christ. Небесный пошлет кого-то вместо меня, который займет мое место, которое As я long имел as the среди Lord вас. Jesus had been with them, He could answer their questions, He could solve their problems, He could meet any need that they had. Конечно же, когда Иисус сам был с ними, Он мог отвечать на их вопросы, Он мог решать их проблемы, восполнять их So нужды. He said, now I'm about to go away. Ну а теперь, говорит, я ухожу, I will not leave you without help, но я не оставлю вас без помощи или сиротами, я не but I оставлю. will pray the Father, Но я буду молить Отца. and the Father will give you И another Отец comforter. даст вам другого утешителя. And He said, but the comforter, И Он сказал, что утешитель, то есть успокоитель, whom the Father will send in my которого name, Отец пошлет во имя Мое, which is the Holy Ghost, который есть Дух He истинный, shall Дух teach Святой, you all things. Он научит вас всему. Now, in the Greek, В греческом переводе the word comforter is rendered as paraclete. это слово произносится как параклет.
I remember what our Robert said so many years ago when the Lord was calling him to build a university. Проповедник говорит, что я помню, как их учитель говорил им много лет назад, когда Бог призвал его построить университет. Our Roberts was a great evangelist who has gone through with the Lord now. Их служитель был великим евангелистом. And it was like, Lord, you know, I never trained to do anything of this nature. Please I again. never trained to build a university. Это человек, Божий человек, о котором он говорил так: Господи, я никогда не тренировался и не учился, как построить такой университет. But the Lord said, I have given you a helper. Но Господь сказал его руководителю, что я дам тебе помощника. You have the comforter. У тебя есть Дух Святой, помощник, And if утешитель. you understand what you have И если ты будешь понимать, что ты имеешь, and who you have, и кого ты then имеешь, who you have и кого ты имеешь, and what you have и что ты имеешь, will enable you to do the job I've called you to do. тогда ты сможешь выполнить ту работу, которую я призвал тебя Many выполнить. of us do not understand who we have Многие из нас не понимают, кто мы на самом деле есть and what we have и что мы имеем in the Holy Ghost. в Духе Святом. If we understand who we have Но если мы начнем понимать, And what что we мы have. имеем и кого мы имеем от Бога, and we walk in the light of what we have и будем ходить в свете того, что мы имеем, and who we have, и в свете того, кем мы являемся, then we'll be a success и кого мы имеем, тогда мы in будем иметь whatever успех. God's plan and purpose is for us И in тогда life. Божьи планы и Божьи цели исполнятся в нашей It is жизни. this lack of understanding Вот это отсутствие достаточного понимания и знания of who we have о том, кого мы имеем and what we have и что мы имеем от that has Бога, held many of us back. это удерживает нас или отталкивает нас One of the назад. things I see about the early church is this, Что я особенно вижу о ранней церкви Христа, is это that they следующее. understood the Holy Ghost to be a person. Они понимали, первоапостольская церковь понимали Духа Святого как личность, как живую реальность. The Holy Ghost is a person. Дух Святой есть личность. The Holy Ghost is not an it. The Holy Ghost is a he. Это не просто тепло какое-то. Or let me put it this way. You Позвольте know, вам объяснить. many a times when you read these secular books, Много раз, когда вы читаете определенные they книги, talk about God being a higher power. некоторые говорят, что Бог — это наивысшая сила. God is not really a higher power. Бог в действительности не есть просто наивысшая сила. God is a person. Бог есть личность, And the Holy Ghost is a person. и Дух Святой тоже личность. Now, one of the reasons why we have not really walked in the fullness of all that the Holy Ghost can do and in us and through us И он говорит: я понимаю, почему мы не ходим в полноте того, что Бог может делать через нас или в нас. is because we have not gotten the revelation that the Holy Ghost is a Это person. только по той причине, что мы еще не получили того откровения для себя лично, что The Дух early Святой church- является реальной личностью. The early church understood this. Первая церковь ранняя, как он уже сказал, And every понимала это. time Jesus talked about the Holy Ghost, he referred to him as He, when He, the Spirit of truth, is come. Когда Дух Святой говорил о Духе, когда Иисус Христос говорил о Духе Святом, он всегда представлял его как Он, то есть личность, Он. He shall guide you into all truth. Он наставит вас на всякую истину. He shall teach you all things. Он научит вас всему. He shall show you things to come. Он покажет вам будущее, что должно прийти в So вашу жизнь. Jesus emphasized the word He. Поэтому Иисус Христос отмечает местоимение Он говорит. Now, in Acts chapter 5, В Деяния 5 главе we have the story of Ananias and Sapphira. мы читаем историю о этой семье Анании и Сапфиры, которые, помните, они обманули. And as you know, they sold a piece of property Как вы помните, они продали часть своего имущества. and they came and brought the money to Peter. Они принесли деньги Петру, апостолу, как пожертвование. And they made as if they were giving all the money from Но the они, sale of the property. но они принесли это с такими мотивами и с таким утверждением, что это все деньги, которые они продали, вот они все отдают To the church. церкви. Но это было неправда. But Peter said to Ananias Петр, апостол, он сказал Анании следующие слова в ответ. in the 3rd verse of Acts chapter 5. Это был 3 стих 5 главы. He said, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost?" Почему
ты допустил сатане вложить мысль или наполнить твои мысли, солгать Святому Духу? So when Peter made this statement, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost? И поэтому, когда Петр произнес вот эти слова, для чего ты допустил сатане вложить, то есть наполнить твои мысли It was recognized ложью, солгать Святому that the Духу, Holy Ghost is a person. то этим утверждением Петр показывает нам, что Дух Святой – это реальная личность. Он знал, о чем говорил Анания, что Анания лгал, а Дух Святой, Он личность, Он Then in знает. Acts chapter 5 again and verse 32, И тогда в этой же главе, Деяния 5 глава, стих 32, the writer of Acts refers to, he says the Holy Ghost is a witness. автор книги Деяния апостола Лука, он говорит, что Дух Святой, Он дается повинующимся I'd Ему. like us to look at the verse. Acts Мне бы хотелось, чтобы 5:32. мы посмотрели этот стих, эту главу, это Деяния апостолов, 5 Because глава. you will make great strides in letting the Holy Ghost do more for you and through you when you understand Him as a Потому что person. когда ты поймешь это, то Дух Святой сможет больше сделать для тебя и через тебя. And it says in verse 32, and we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. Здесь говорится, что Деяния 5:32, свидетели Ему, то есть Господу, в этом мы и Дух Святой свидетельствует, которого Бог дал повинующимся Ему. In a court of law, В законе at times they bring in witnesses to testify about certain things. необходимо было, чтобы в судебном процессе по закону Моисеева нужно обязательно принести свидетелей. And the way 2 или 3. this verse goes, И здесь говорится о том, it says, we are His witnesses. что мы, как апостолы, они говорят, мы являемся Его свидетелями. It says, and so is also the Holy Ghost. И также свидетелем является и Дух Святой, которого Бог дал. So they referred to the Holy Ghost as a person. Итак, они здесь представляют Святого Духа как личность, как свидетеля. Then in Acts chapter 15, И в главе 15 they were trying to decide on Деяния some апостолов, exhortation to send to the Gentile Christians. они здесь имели такое особенное совещание о том, как And in поступить с язычниками. the 28th verse, this is what they had to say. И Деяния 15, 28 стих, вот то, что здесь говорится. For it seemed good to the Holy Ghost and to us, Что это угодно Святому Духу и нам, to lay upon you no greater burden чтобы не возложить на вас, то есть на язычников, никакого другого бремени или какой-то обязанности, тяжести в исполнении Then in закона. Acts chapter 13 again, То есть здесь говорится угодно Святому Духу как личность. И and Acts 13 and verse 2, и Деяния 13, стих 2. it says, as they ministered to the Lord and fasted, Здесь говорится, что когда апостолы и там ученики в Антиохии, они служили Господу и постились, the Holy Ghost said. тогда Святой Дух сказал. Now, if the Holy Ghost said what He said, Итак, если Дух Святой сказал то, что Он сказал, then obviously the Holy Ghost is a person. тогда это еще раз показывает то, что это Дух Святой, это действительно личность. You know, one of the questions I'd always asked myself Один из вопросов, которых проповедник Абэй, он говорит is о самом себе. how do we relate to the Holy Ghost? Is how do we relate to the Holy Он говорит, Ghost? я часто спрашиваю себя, как я отношусь к Святому Духу? Какие у меня Because отношения с Святым Духом? the Holy Ghost is not a human being. Потому что Святой Дух – это не человеческое существо, He is somebody from heaven. но это некто, кто пришел с неба. Now, as human beings, we know how to relate to one А another. как человеки, как люди, мы знаем, как относиться друг с другом, разговаривать и общаться. But how Но как do we relate to a divine мы будем personality? относиться к Святому Духу, личности Бога? And I believe I got the answer И я верю, что я получил ответ. in understanding that the Holy Ghost is a person. Ответ заключается в том, что я понял, если мы понимаем, что Дух Святой – это личность, вот так будем к Нему относиться. Now, when you understand that somebody is a person, Когда ты понимаешь кого-то, человека, как личность, как человека, then you speak to that person. тогда ты говоришь с этим человеком. Because how many of us Потому что, как многие из нас, would go around with a person next to us которые ходят с человеком, который идет рядом, and not speak to that person the whole of the day? not And not speak. speak to the person at all. Как мы, например, с вами можем идти, или целый день вы работаете,
с человеком рядом, бок о бок, и вы ни разу за день с ним не поговорите. Now, assuming you go on a tour, you go on a tour, a vacation, А как люди, мы берем отпуск и выходные дни. and you go to some historical place. И иногда мы идем в какие-то исторические места и рассматриваем их. I don't know whether somebody can Достопримечательность. just play something on the keyboard, some tune. You know, I sense the presence of the Holy Ghost in this Он room. говорит, я чувствую присутствие Духа Святого. Не мог ли бы кто-то Can we have the поиграть для keyboard, нас please? The на keyboardist. поклонении? Just to play the tune we were playing Наташа before, сейчас just вышла. a Или кто administration у нас tune. еще есть? Может быть, Даник сыграет. Сейчас, yes, the person will come. She just left the room. Yes, thank you. So how many of us will, maybe when you go to these historical places, they usually give you a guide to explain what you are seeing and all of that. Как некоторые из нас, они посещали исторические красивые места, и гид, он вел нас. Он вел нас, чтобы нам показать и рассказать об этих ценностях. The role of this guide is to help you understand the place. И вот гид, он давал тебе понимание того места, которое вы смотрите, его историческую So ценность. you ask him questions И вы спрашиваете его вопросы. about the place, Расскажите мне об этом месте. and he answers you И он отвечает, because he is потому a что person. он является личностью. And so we've got to relate to the Holy Ghost like a person. И поэтому Бог ведет нас к Духу Святому как к личности. Now, the Holy Ghost has been sent to be our helper. И Дух Святой был послан для нас, чтобы быть нашим помощником. The Holy Ghost has not been sent. Can you just lower the volume a little bit? Немножко потише. Чудесно. The Holy Ghost has not been sent to condemn us. He has been И sent to Дух help Святой us. не был послан, чтобы нас осудить, обвинить, но he's чтобы been- нам послужить. He's been sent to help us in line with the scriptures. И Он был, please again, He's been sent to help us in line with the scriptures. Он был послан, чтобы нам помочь с объяснением Писаний. Now, one of the things the scripture says that the Holy Ghost will do is to guide us. И так Писания говорят нам о том, что Дух Святой был послан, чтобы нас вести, все водимые Духом Божиим. In Суть Сына Romans Божия. 8 and verse 14, Римлянам it 8:14. says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. И написано, все, как каждый, кто руководим Духом Святым, он есть дитя Бога. Now, in that verse, you find the word led. L-E-D. You find the word led, as many as are led. В этом ключевое слово в стихе есть водительство, водимые, как много людей водимые, или все водимые Духом The Божьим. same word is used in Luke chapter 4 and verse 1 when it says Jesus was led of the Holy Ghost into the wilderness. Это же самое слово употребляется водительство в Луки 4 главе, что Иисус Христос поведен был или веден был Духом Святым в пустыню. But let me say it this way. Позвольте мне вам сказать, You can learn more about what the Holy Ghost will do in you вы узнаете больше того, что Дух Святой может сделать в вас and do for you и для вас, by seeing what he did in the life of Jesus and for the Lord через Jesus. то, что вы увидели и усмотрите это, что Он сделал в жизни Иисуса Христа. The Holy Ghost we have received is not a different Holy Ghost than the one Jesus received. It's the same Holy Дух Ghost. Святой, которого мы принимаем от Бога, это тот же самый Дух Святой, которого получил Иисус Христос. There is only one Holy Ghost. Есть только один Святой Дух, Дух And so Божий. the Holy Ghost that you and I receive И is the Дух same Святой, one that которого Jesus ты и я received. получаем, это тот самый Дух, которого получил Иисус. So the Holy Ghost led Jesus into the Поэтому wilderness. Святой Дух, Он повел Иисуса And в the scripture пустыню. says that if we are the children of God, we will be led by the same И Spirit. Писания говорят нам, что если мы дети Бога, мы тоже будем руководимы или водимы и управляемые Духом Now, Святым. when the Holy Ghost leads you, that is supernatural. И когда Дух Святой ведет тебя, это сверхъестественно. It is supernatural. Это сверхъестественно. I believe we are coming into the greatest move of the Holy Ghost on the face of the earth. Я верю, что мы сейчас входим в сильнейшее движение Святого Духа, которое будет по всей земле. It has been prophesied by great men of God Это было пророчество высказано многими величайшими Божьими мужами, that the greatest move что величайшее движение Духа Святого and manifestation и проявление of the Бога, Holy Ghost Духа Святого, that this world has ever seen которое когда-либо было видимо человечеством, is on the horizon. оно поднимается или начинается.
Because it вставать. is through the Holy Ghost that this revival we have been praying for and believing for will come. Потому что именно через силу Духа Святого это пробуждение, о котором мы молимся и которое мы ожидаем, оно придет именно через So Духа that's Святого. why it is important that we understand the Holy Ghost. Вот почему, что мы понимаем с вами Духа Святого, чтобы мы понимали с вами. Now, one of the things that the Holy Ghost likes is reverence. Одна вещь, которую Дух Святой очень сильно любит, это уважение, почтение. The Holy Ghost must be reverenced. Дух Святой должен был почтен или быть уважен нами. You know, Ephesians chapter 4 tells us that we are not to grieve the Holy Ghost. Ефесянам 4 глава, 30 стих говорит нам, что не оскорбляйте или не Now, if the огорчайте Holy Духа Ghost were Святого. not a person, he could not be Вы grieved. But знаете, because что he's a person, he can be если grieved. Дух Святой не был бы личностью, он не был бы огорчен и оскорблен. Но так как он личность, он может быть оскорбляем поступками We людей. must learn to respect him. И поэтому мы учимся, чтобы уважать его, не оскорбить его, уважать его присутствие, почитать. When the people of God, you know, worship the Lord, Когда народ Божий поклоняется Господу, then they stir up the presence of the Holy они Ghost. таким образом, через поклонение, они возгревают присутствие Духа The Святого. Holy Ghost wants to move in our И congregations. тогда Дух Святой, Он хочет двигаться в наше общение, в церкви. We have to understand how to walk with him. И мы должны понять, как And so he ходить leads вместе us. с Ним. Так Иисус. And so one of the first things that you must learn how to recognize his leading in your life. Он хочет, чтобы мы поняли, узнали Его водительство и обнаружили Его водительство в нашей жизни. Now the Lord has used me from time to time in what I call Holy Ghost services. Брат говорит, что Господь иногда, время от времени, использовал его в служениях, которые называемые Духа Святого служения. Now when I move in these kind of И services, когда он находился в движении, в этих собраниях Духа Святого, I'm listening to the Holy и Ghost. слушал Духа Святого, He leads me. который вел его, And so I know what to do тогда он уже знал, что ему делать, потому что Дух Святой because управлял. I'm listening to the leading Потому of the что Holy он Ghost. слушал водительство, и он знал, что ему делать дальше. Now the leading of the Holy Ghost is not an intellectual thing. Водительство Духа Святого не есть интеллектуальная вещь, It's a spiritual thing. это духовная вещь. Now in Romans chapter 8 verse 16 and 17, Римлянам 8 главе стих 16 it и says the дальше, Spirit bears witness with our spirit. что сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. One of the primary ways the Holy Ghost leads us Один из важных путей, каким Дух Святой is ведет by нас, what is called an inward witness. это один из главных путей, это то, что мы называется свидетельство. Now the reason why it's called an inward witness И причина, почему это внутреннее свидетельство is называется внутренним because свидетельством. it is something that is happening on the inside. Потому что это происходит что-то внутри нас, он свидетельствует. It is something that is happening in your Это то, что spirit. происходит в твоем, моем духе. The Holy Ghost makes contact with our spirit. Дух Святой приобретает контакт с нашим духом. He does not make contact with our intellect. Он не имеет контакт с нашим разумом, интеллектом. But the fact that the Bible says as many as are led by the Spirit of God, Но факт того, что, как Библия говорит, что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи, that they are the sons of God, они являются Его детьми. it means that they have the ability to recognize when the Holy Ghost is leading them. Это значит, что они узнают и понимают, когда Дух Святой их ведет, потому что они дети Бога по причине водительства. And so if you are a child of God, Поэтому, если ты являешься дитя Бога, you have the ability у тебя есть способность, to recognize чтобы узнавать the leading of the Holy Ghost. водительство Святого Now the Духа. Lord gave me this illustration Иллюстрация. that the leading of the Holy Ghost is like a traffic light. Водительство Святого Духа это как большое движение, как час пик или как пробка. Now Traffic. on the main roads at На intersections большой you see дороге traffic lights. вы можете иногда видеть, что пробки на дорогах или трафик. The traffic light is not a voice, it is a signal. Это сигнал. And it has three colors. It has the green, the orange, or the red, the green, and the И orange. там right? есть светофор красный, зеленый и желтый. Now, when you see the green color, И когда мы обнаруживаем зеленый свет, it's a signal to you to это move. сигнал для нас, чтобы мы двигались. When you see the orange color, Когда ты видишь красный или оранжевый цвет, it's a signal to you either to stop or get это ready to сигнал, go. который говорит тебе, надо остановиться.
When you see the red color, Когда ты видишь, ну, оранжевый имел в виду желтый. Когда ты видишь красный, it's a signal for you to stop. это желтый, это значит начало остановки, а красный означает полностью, Now, надо стоять. spiritually speaking, Духовно говоря, there are certain signals the Holy Ghost. есть определенные puts сигналы in от our Святого spirit. Духа, которые посылаются в наш дух. Now, notice that the traffic light has a positive and a negative. The traffic light has a positive and a negative. И трафик или светофор имеет негативные и позитивные. The green light is the positive. Зеленый свет, естественно, положительный, The red light позитивный. is the negative. А красный это негативное, это The orange отрицательное. light is the neutral. А желтое или, как у них говорится, оранжевое, это что-то. So there's a positive Между and there's a этим. negative. Итак, есть позитивное и отрицательное, и положительное действие. Now, at times on the inside of you, И во времена, когда внутри тебя you have an uneasiness. ты читаешь, That is, you have that you feel uneasy and когда uneasiness. ты чувствуешь легкость внутреннюю, легкость, свободу. It's in your spirit. Это в твоем духе такое чувство. You know, a discomfort, Это такой комфорт, спокойствие. an inward restraint, something pulling you back. Или сигнал, который тебя удерживает, тянет тебя назад. That is the Holy Ghost telling you do not go down that road. Это тогда Дух Святой, который тебе говорит, удерживает тебя, не иди туда. То есть это не надо делать, это But не at надо other говорить. times you have a joy. Но в другое время ты имеешь You have такую a радость, такой покой. That is the Holy Ghost saying you could go Это ahead. Дух Святой дает тебе движение, такой сигнал, что ты можешь идти в том Now, направлении. He leads all of us supernaturally. Он нуждается во всех нас сверхъестественно. You know, the more you get to know about the Holy Ghost, the more you understand the supernatural. Чем больше ты узнаешь Духа Святого, тем больше ты видишь проявление сверхъестественной силы Божией в своей The жизни. truth is that God's people are not natural, they are supernatural. Истина в том заключается, что Божьи дети, они не естественные, они One of сверхъестественные the люди. reasons why you are supernatural is Одна из because you причин, have the life of God in что you. ты имеешь сверхъестественную жизнь в тебе, ты сверхъестественный человек, потому что жизнь Божья The внутри тебя. second reason is because the Holy Ghost Вторая comes to причина dwell in you. это в том, что Дух Святой пришел и обитает в тебе. The Holy Ghost dwelling in you Дух Святой обитает в тебе. makes you supernatural. Это делает тебя сверхъестественным. Now I find Я обнаружил, that Jesus knew how to depend on the что Holy Иисус Ghost. знал, как зависеть от Духа Святого. Or let me say it this way. Позвольте мне сказать следующим The образом. Holy Ghost has come to help you. Святой Дух пришел, чтобы помочь тебе. But you are the one to let him know where to help you. Но ты один, кто можешь дать ему знать, что ты хочешь его помощи. In the natural, В естественном, when somebody is sent to help you, когда кто-то послан помочь тебе, you tell him what to do. ты говоришь ему, что же делать тебе, в If чем you тебе don't помочь. tell him what to do, he Если ты не stands and he скажешь does ему, nothing. что тебе помочь, он ничего не сделает, он будет ждать. So many of us have not learned how to put the helper to work. Поэтому многие из нас не научились, как задействовать помощника от Бога. Now let me say this to you. Поэтому позвольте мне сказать, Apart from the Holy Ghost dwelling in что us, Дух Святой внутри нас, he is everywhere present. Он всюду присутствует. One of the things that Jesus said would happen when the Holy Ghost comes is that you will receive power. И Иисус Христос сказал, один из признаков, что присутствует Дух Святой, Он говорит, вы примете силу. God wants to manifest these gifts like never before. Господь хочет проявить вот эти дары Духа Святого, как никогда раньше. Now, back in Lagos, we have a Bible school. Возвращаясь во времена библейской школы, которую они имели, One of the courses I teach every year один курс, который они учат каждый год, is on ministry gifts. это называется курс, эта тема называется That is the apostle, служение даров the prophet, Бога. the Это служение evangelist, апостолов, pastor and пророков, teacher. евангелистов, пасторов и учителей, дары Бога. But it is my principle Но его принцип to always teach on spiritual gifts. всегда также учить о духовных дарах. The Bible says in Библия 1 Corinthians chapter 12 Говорит нам 1 Коринфянам 12 and глава о verse 9 дарах. 31. Verse 31. И стих 31. It says we are to covet the best gifts. Он здесь, чтобы... Let's look at it. 1 Коринфянам 12 глава. 1 Corinthians chapter 12 12 глава, and verse 31. стих 31. It says, but covet earnestly the best gifts, and yet I show unto you a more excellent way. Господь говорит, что ревнуйте о дарах больших или совершенных, я покажу вам путь еще Now, более under the old превосходнейший. covenant, В Ветхом Завете the scripture tells us not to covet.
The scripture said we should not covet under the old covenant, under the law. To covet means we should not desire something that belongs to somebody else. Окей, that's right. Thank you. Ветхий Завет, 10-я заповедь, она говорила нам, не пожелай того, что кто-то имеет другое. То есть 10-я заповедь, не пожелай, The что only то есть не place завидуй. where we are told to covet is the gifts of the Spirit. Но вот это Слово Божие, оно говорит нам о том, что мы можем пожелать, что других это дары Святого Духа. Another word to use is the word desire. Итак, другое слово, чтобы использовать вместо слова «желать», In 1 Corinthians chapter 14 and verse 1, 1 Коринфянам 14 глава стих 1 говорит «ревнуйте», it says we are to desire spiritual gifts. что мы должны ревновать или желать духовных даров. Now, you cannot desire what you don't know about. Вы не можете желать то, о чем вы не знаете, не так ли? You can only desire what you know about. Вы можете желать только то, о чем вы знаете. For example, Пример. Yes? if I tell you I saw a Rolls-Royce car, like we just came from India Мы сейчас пришли с Индии, and we passed through Dubai. и мы проезжали через Дубай. Now, in the Dubai airport, В Дубайском they аэропорту were, showing some cars. They put some cars, they were displaying some Yes. cars. и они там показывали некоторых там Those cars look животных. very nice. They look very nice. Cars, that means Cars, motor cars. Окей. They Это were автомобили или там мотокары, наверное, вот эти велосипеды или что. And then they said all about the car. И они рассказывали об этом. My point is, you cannot Car, desire something машины. you don't know about. You can only desire what you know about. Но знаете, вы пожелаете только то, о чем вы знаете. Что вы знаете, вот вы будете это So that желать. is why I spend quality time teaching on the gifts of the Вот Spirit. поэтому очень важно, и он говорит, он уделяет много времени, чтобы рассказать о дарах. Какие Because дары Духа if Святого? people are not taught about the gifts of the Spirit, they Когда- won't know what to desire. Когда люди не знают учения о дарах Святого Духа, они не знают, что желать. The Bible says we are to desire spiritual Но gifts. Библия говорит нам, чтобы ревнуйте или желайте духовных And даров. I'm not really going to go into all of it tonight, but I И just want to mention мы it. не пойдем через все это сегодня, то есть обо всем этом мы не будем уже в этот вечер рассказывать, но только немного об этом он One хотел of these отметить. gifts is the word of knowledge. Один из духовных даров – это слово знания. Another is the gifts of healing. Есть другой дар – это дар исцелений. And there are other gifts, И есть другие дары, but we have to desire them. но нам нужно желать их. Now, one of the ways you desire them Один из путей, как мы желаем их, is by praying for them to come into это operation. молитва, когда мы приходим в Божье присутствие. And as you pray for them to И come into когда вы operation, начинаете молиться и говорить: Господь, then the Holy Ghost will begin to manifest them. дай мне это, тогда Господь Духом Святым будет проявляться. You know, when it Дарах. comes to spiritual things, we Когда have ты to reach приходишь, out for them. когда ты приходишь в духовные вещи, тебе нужно простереться к ним, тянуться к ним, You know, стремиться. there is a young man in Nigeria. Есть молодой человек в Нигерии. He desired that God would give me a healing gift. Он желал, чтобы Бог дал ему дар исцелений. And right from his university days, И прямо со дней его университета he prayed and believed God for the healing он gift. молился и верил за дар And исцеления. he just kept on desiring this И он gift. продолжал желать и желать этот дар. Then in 1996, И тогда в 1996 году he started having healing meetings он начал служение исцелений in our stadium, sports в hall. наших стадионах и спортивных холлах. And before you know it, И знаете, прежде... people filled the sports hall. И вы знаете, люди наполнялись. And then they overflowed into the car park of the sports hall. They overflowed into the car park outside. That is where people park И cars. люди наполняли так сильно эти места, спортивные холлы, что они заполняли также места вокруг и комнаты вокруг. And then this young man the stadium was full of people. Итак, этот стадион был полон народа. The young man is on internet. И молодой человек в интернете. His church is Christ Embassy. Его церковь называется посольство. And God has given him a tremendous healing ministry. Посольство Христа. И Бог ему дал потрясающее служение But it happened because he desired the healing. исцеления. Но это случилось только по той причине, что он желал исцеления. So many years ago, Но несколько лет назад I told the Lord я that сказал I want Господу, the gifts of the Spirit to operate in my life. I want the gifts of the Spirit to come into operation. I want the Он gifts of the молился Holy Ghost. Господу, говорил: Господи, я хочу, чтобы дары Святого Духа пришли в действие в моей жизни. And then I noticed
И тогда он That when I обнаружил, would pray for people, что когда он молится за людей, the Lord would give words of knowledge. тогда Бог давал ему слово знания, то есть знание духовное о них. And then occasionally words of wisdom. И также иногда слово мудрости, то есть откровение But вперед. before I desired these things, Но прежде чем я этого не пожелал, they were not happening like это that. не происходило в его жизни. And so we must desire the gifts of the Поэтому нам Spirit. нужно возжелать Духа Святого, возжелать дары Святого Духа. God does not expect us to use carnal methods to win people into the kingdom. Бог не ожидает от нас, чтобы мы использовали плотские методы привлечения людей в Царство Божие. He expects us to operate in His power. Понимаете, Он ожидает от нас проявления своей силы. Плотские методы, значит, через мирскую музыку, мирские вещи. Нет, но Он ожидает от нас действия Его силы. The scripture says in John chapter 2 Поэтому Писание говорит, Евангелие Иоанна, глава 2, that people followed Jesus что люди следовали за Иисусом, when they saw the miracles that He did. потому что видя чудеса, которые Он творил над больными. Now we know that Jesus was a good teacher and preacher. Мы знаем, что Иисус Христос был хорошим и учителем, и But проповедником. it was not just His teaching and preaching that brought the multitude. Но не только Его учение и Его проповеди привлекали толпы He людей. says when they saw the miracles that He did, Но написано, когда народ видел чудеса, которые Он творил над больными, then they came. множество народа следовали за Let me ним. show it to you as we round up. Я because хочу our показать time is это в almost- Писании. Let me show you Аллилуйя. these two. John chapter 6, Иоанна, глава 6, and let's look at verse 23. и стих 23. And I will show you another verse, and then we'll get ready to round up. Я покажу немножко об этом. It says, am I there yet? No, I'm not there yet. I'll soon be there. John chapter 6, verse 2. Verse 2 says, and great multitudes followed him Следовало за ним множество народа, because they saw his потому что они miracles, видели чудеса, which he did on them that were diseased. которые Он творил над больными. So Jesus had to have the gifts of the Spirit in operation to draw the people. Господь хочет, чтобы мы имели Его дары в действии в нашей жизни. Then let's look at John chapter 2. И следующий стих это We have Иоанна, глава another 2. verse there. Аллилуйя. The 23rd, let's look at the 6th verse. No, that's not the verse. Нет, All right, no problem. coming. Аллилуйя, аллилуйя. Anyway, we have another verse somewhere that says the people followed Jesus again when they saw the miracles that he did. He did over the sick people. Yes, there is a... Yes. Alright. Есть еще другие места Писания, что доказывающие, что Иисус Христос, So народ шел за Иисусом, потому что Without видит this чудеса. happening in Jesus' life, Когда мы исследуем жизнь Иисуса, it would not have happened. So we must follow the same pattern, мы должны следовать тем же стопам Его. and we must follow the same example. Нам нужно следовать тому же примеру. And I believe we will see people coming to the Lord И я верю тогда, что мы увидим больше людей, пришедших к Иисусу, more than ever before больше, чем когда-либо раньше, when we have these gifts coming into когда operation. мы имеем эти дары в действии. And I believe that this time that you have chosen, Я верю, это время, которое Бог избрал. yes, let's look at John 2:23. И да, это It says, now 2:23 when he написано. was in Jerusalem at the Passover in the feast day, Да, Иоанна 2:23. Когда он был в Иерусалиме на Many празднике believed Пасхи, in his name. то многие, видя чудеса, которые он творил, when they saw the miracles which he did. уверовали во имя Его. I believe that this season of the Верю, Holy Ghost что это действие Духа Святого, that you are in, в котором ты находишься, that something supernatural is about to happen. это то время, которое что-то сверхъестественно I особенное будет perceive that происходить. through this series of teaching Я хотел бы через эти учения, that your pastor is giving you, которые пастор дает тебе, is going to bring a greater anointing upon чтобы the пришло church. большее помазание на церковь, It's going to bring a deeper consciousness of the чтобы Holy Ghost. пришло более глубокое проникновение, And посещение it's going Духа to Святым. position you for a move of the И Holy это Ghost. действие, оно овладеет тобой и даст тебе большую позицию в движении Духа Святого. Much more powerful than you have seen before. Намного больше, чем ты думал или имел раньше. One of the things I noticed about this church Нечто, что When я I заметил came- относительно этой церкви, когда вошел сюда, is the fact that you prioritize worship. что вы имеете приоритет в поклонении. And when you И prioritize когда вы worship, имеете приоритет в поклонении и в искании Бога, you stir up the Holy Ghost. тогда вы обязательно, или тогда вы возгреваете The Духа Holy Святого. Ghost makes contact with us Тогда every Дух time we Святой worship the Father.
приобретает с нами, получает с нами контакт каждый раз, когда мы поклоняемся He Отцу. begins to manifest И Он himself. начинает проявлять себя. And he draws people И to тогда a Он place where the Father is worshipped. привлекает людей в это место, где есть поклонение. Praise the Lord. Слава Господу. Let's Аллилуйя.